Чтобы уменьшить очереди в государственные детские сады, Министерство образования всесторонне поддерживает предпринимателей, которые открыли частные сады. Целью встречи является обсуждение проблем, с которыми столкнулись частники в осуществлении своей деятельности. Мероприятие организовано в рамках большой учительской недели. Мы сегодня встретились с теми людьми, которые заботятся о комфорте наших детей, об их эмоциональном благополучии. Каждый день заботятся как о своих собственных. Частные сады, так же как и государственные, работают по всем нормативным правовым актам. Поэтому была отмечена важность соблюдения всех норм, в осуществлении которых Минобразование готово помочь посредством организации обучающих семинаров. Также были отмечены нарушения со стороны предпринимателей, которые обязаны организовать сайт для родителей для ознакомления с образовательными программами. Вы все имеете лицензию, создание сайта – это обязательная часть получения лицензии. У меня вопрос, почему до сих пор у вас их нет, я тоже это возьму на контроль. О наболевшем рассказали и сами предприниматели. Одним из сложных вопросов оказался дефицит кадров в сфере дошкольного образования. Кадрового дефицита. Я работала в школе, я работала в техникуме и других структурах. А вот такого дефицита я нигде не ощущала. В текущем году в качестве помощи в организации работы частных детских садов Министерством образования был объявлен конкурс, направленный на открытие дополнительных мест в садах, которые также помогут решить вопрос с устройством детей в сады. Победителями стали детский сад «Бэби Бум», который откроет дополнительно 10 мест, «Умка» – 40 дополнительных мест и «Престиж» – 100 мест. Для того, чтобы они создали эти места, Министерством образования, согласно федеральному проекту «Демография», на каждого ребенка предоставляется определенная сумма, и на эту определенную сумму по соглашению предоставляем оборудование. Это могут быть мягкий инвентарь, это могут быть оборудование кухонное, это могут быть предметно-развивающая среда, игрушки, также малые архитектурные формы, вплоть до резинового покрытия, которые на игровых площадках. Из федерального бюджета было выделено 18 миллионов 150 тысяч рублей, 1% из которых составляет региональный бюджет. Для частных садов это огромная поддержка. О поддержке, оказываемой министерством, и о своих впечатлениях после подписания соглашения рассказала представитель детского сада «Бэби Бум». Конечно, поддерживают как финансово, так и обучающие семинары проводят, так и отправляют и за саянами на обучение воспитателей. То есть всесторонне они помогают нам при воспитании ребенка. Было очень волнительно. Первый раз подписывая так торжественно свою подпись, поставила, печать поставила. Очень рада. В рамках подписанного соглашения в ближайшее время сады откроют дополнительные места. На одного ребенка предусмотрено 123 тысячи рублей. Орлана Байду, Чайхан Дангак, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.